AMC Fight Nights, букмекерская компания BetBook. 31 год, рост 182 сантиметра, вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 10 побед, 3 поражения при одной ничьей. Дамы и господа, он двукратный чемпион мира по панкратиону, представляющий клуб Яркин Куш из Актовы, Казахстан, Фото Кайти Коксал Дасаев. Его соперник красного угла клетки. Бойцу 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 77,5 килограммов. Профессиональный рекорд 11 побед, 5 поражений. Дамы и господа, он чемпион Европы и чемпион России, обладатель Кубка России по ушу саньда. Он чемпион России по рукопашному бою и призер первенства России по ММА. Представляющий клуб «Донской атаман» из Воронежа, Россия. Приветствуйте, Олег Косин! Рефери поединка Керихан Шибилов. Так, парни, напоминаю, затылок не бьем, позвоночники бьем, перчатки, шорты, сетку не хватаем. Все понятно. Пожали руки. По углам. Ну что ж, все готово к началу. Гойти Дазаев против Олега Косинова. На 6 лет старше Гойти. Как И вы на 10 говорили. сантиметров Да, выше. значительно. То есть это такое существенное преимущество в росте. Но опять же, Олег Косинов говорил, и он много раз доказывал, что для него это не проблема, что он легко находит пути к своим соперникам, легко сокращает дистанцию и обрушивает на них всю мощь своих ударов. Опять же, красивейший нокаут, который Олег Косинов отправил Артура Пронина с одного удара по печени, и дальше уже как Марк Хант просто красиво ушел в закат. Да, ну и в свою очередь Гойти умеет работать и на дистанции, и в принципе может побороться, перевести соперника на канвас, там контролировать. У него очень мощный правый оверхенд, но он также способен потрясти своего оппонента. Да, ну и плюс, опять же, после победы над Максимом Буториным, Гойти Дазаев получил возможность подраться за титул с Дмитрием Пикревым. И там его досадное поражение Дмитрий Пикрев сохранил чемпионский титул. Но мы видим, что Гойти Дазаев чемпионских амбиций не утратил. Он kırmızı oturmayın. Sakın koyayım. Все 그냥 очень 이쪽 осторожно. 가서 이쪽 말하다네. 그냥 그거 Парни прекрасно осознают, кто перед ними. Хороший мидл-кик получился со стороны Олега. И лоу-кик. Отличная серия. Тут же состоялся перевод Гойти Дазаева. Ana не шкафтың ішінде құлақ шықпайтын тұр сол үшін нақты сол құлағың шықпа сосын алып кеттім нақты такая осы районіне шалбасына Одну ногу отключает Гойти Дазаев, но тут же поднимается Олег Косинов. Бросок роскошный. Это туше. Ну, на 5 баллов бы точно оценили. И хорошая позиция здесь у Гойти Дазаева. Надо ее развивать. Ну, что он и делает. В общем, здесь пытается завязать оппонента Олег Косинов, обездвижить его, но надо что-то предпринимать, наверное, более активное. Пытался вылезти здесь Олег, не получилось, но закрывает гард. вообще Обрабатывает корпус сейчас Гойти Дазаев. Пытается оттянуться, но не выходит. Но пока что сдерживает атаки соперника Олег Косинов довольно убедительно. То есть чего-то критического он здесь не получил. 2 минуты еще работает в первом раунде. Ведут Олега Косинова по времени. Снова по корпусу пробивает Гойти Дазаев, переводит на голову. Повторяет атаку.
атаку. Как нәрсені негізінде негізінде Локоть от Дазаева. Неплохой компромисс. То есть мы видим, что Гойти Дазаев здесь Ай, абсолютно сразу жатса да айтады, тұрса да спокойно нанося удар, оставаясь сверху и таким образом стараясь забрать раунд. мына жақтан амандасса да қол шлемін жазғысы келеді. Шынымен ғой. Да, и локтем работает Олег. Да, в этой ситуации как раз, кстати, работа локтями может помочь. Да, но другой момент, что Гойти Дазаев может этого не дать сделать, потому что удобно бить локтями, когда голова соперника находится у тебя в районе груди или живота. Да, но здесь совершенно другая ситуация. Хавгард. Пытается освободиться сейчас Гойти. Удается, а вот выбирается маунт. Да, но ненадолго. Хорошее положение для Гойти Дазаева наносить удары. И пошла Вкладывается в каждый удар Гойти Дазаев. Перекрывается Олег. Но очень сложно выживать при такой бомбардировке. Удар за ударом перекрывается Олег Костев. И похоже, это все. Похоже, все, Похоже, это действительно. будет остановка. Не отвечает Олег Косинов. Пропустил уже немалое количество ударов. Да, и странно, что Герихан Шибилов не вмешался в ход этого противостояния. Там кричат «не останавливай». Похоже, они были правы. Олег развернулся. Странно, я думал, что могут и остановить. Но, видимо, из-за того, что времени оставалось совсем чуть-чуть. Далее пора стараться снова переводить и там испытывать Олега Косинова вновь и вновь. Да, в стойке, конечно, Олег более опасен, он сам об этом говорил в интервью, и он это не раз доказывал. Поджимает Гойти Дазаев. Не стоит Олегу оставаться у сетки. Лоу-кик. Снова заклинчевал и снова очень легко перевел. Зацепом. Зацеп. Хавгард. Да, не стал испытывать судьбу Гойти Дазаев в работе в стойке, а просто сделал то, что должно. Да, то, что гарантированно бы сработало, и это случилось. Пытается отключить руку соперника Гойти. Пытается выбраться сейчас и перейти в маунт снова, но только гард пока. И то Хавгард. По корпусу обрабатывает Дазаев. Пытается оттянуться для удара. Гойти. Да, старается здесь улучшить свою позицию Гойти и пытался этим воспользоваться. Сейчас Butterfly Guard может применить Олег Косинов и сбросить соперника с себя. Но пока что Олег защищается абсолютно без паники, сознанием дела. Да, конечно, время уходит. Рефери настаивает на активности. Да, и возвращает обратно в стойку абсолютно правильно, хотя там пошло какое-то движение, но решил не дожидаться этого Герихан Шибилов. Снова в центре. Боковой удар и по корпусу пробивает Олег Косинов. Достает передний. Пока все эти удары без ответа со стороны Гойти Дазаева. Попал с передней руки очень недурственно Олег. По корпусу пробивает. Да, вот эти удары умеет наносить Олег. И еще раз с передней руки достает соперника Олег. Прохода. И удар локтем по затылку там был, но снова состоялся перевод. Снова Гойти Дазаев работает сверху. И садится фулл маунт опять, а мы помним, что было, когда в прошлый раз Гойти Дазаев оказался в этом положении.
первом раунде. Ассалаумағалейкум жігіттер, менің есімім Арман. Дәл қазір мен онлайн казино ойнап отырмын. Көріп отқаныңыздай мынау жаңа тұлпарымды. Да, при этом времени сейчас гораздо больше. Но пока не удается начать атаку. Гойти Дазаеву. Да, ищет возможность Олег Косинов, может быть, чтобы оттолкнуться от сетки, разворачивается, рискуя, отдавая спину, но никуда не пускает его. Гойти. Хавгард, тем не менее. Да, нужно вытаскивать ногу Гойти Дазаева для того, чтобы улучшить свою позицию. Мы видим, очень хорошо защищается Олег. Пускаем еще несколько ударов от Гойти Дазаева. Олег Косинов. Остается минута до конца второго раунда. И вот снова практически выходит в маунт, но возвращает ногу на место. Олег Косинов. Да, снова бойцов переводит обратно в стойку за отсутствием активности. И опять проход, и здесь неплохо вроде бы защищался Олег. Но нет. Все возвращается на круги своя, не собирается отступать от выигрышной для себя тактики Гойти Дазаев. И кто бы его в этом упрекнул на самом деле? Нет, конечно, наверное, болельщикам было бы интересно посмотреть на хорошую рубку в стойке. Там, кстати, я увидел куклу Гойти Дазаева Даурена Ермекова. Это еще один очень яркий представитель Казахстана в мире ММА. Это претендент на звание чемпиона Fight Nights. Кстати, вы помните, он дрался с Владимиром Минеевым. И сейчас, насколько я помню, он претендент на титул чемпиона UFC. Итак, поединок возобновляется. Третий раунд. Посмотрим, что покажет нам сейчас Гойти Дазаев. Но, скорее всего, будет снова пытаться проходить. Так оно и есть. Да, и противиться этому Олег Косинов пока не в состоянии. Он не может держать оппонента на дистанции. А вот на этой самой дистанции мы видим, что у Олега Косинова получается очень много, и он очень опасен для Гойти. Ну и смотрите, и Дазаев тоже готов драться. Но насколько он готов драться с Олегом Косиновым? Прохода. Да, верное решение, на мой взгляд, и лупит локтем по голове соперника, иногда даже в затылок Олег. Выходит на боковой контроль. Гойти пытается опять залезть в фулл маунт, ставит колено на живот и оказывается в этом положении. Да, но в этом положении он уже был дважды в данном бою, как в первом, так и во втором раунде. Правда, время постоянно увеличилось. Сейчас практически 4 минуты до конца и фулл маунт. Олегу Косинову нужно как-то справляться с этим положением, либо мастить, либо разворачиваться, рискуя отдать шею. Другого не дано. Локоть запускает несколько раз Гойти Дазаев. Слышим поддержку, причем, насколько я могу разобрать, это поддержка в обе стороны. И Олега, Я слышал, Олег поддерживают, да. Ну, то, что за Олега болеют, это понятно. Очень много еще работать, и положение критическое для Олега Косинова, потому что бой он проигрывает. И единственный его вариант что-то изменить, это вернуться обратно в стойку. Но мы видели, что единственным способом это сделать, это остановка боя Герикановича Белого и возвращение на ноги. Для этого нужно снизить максимально активность соперника, но уворачивается Олег таки. Большой проблемный подход. поднимается сейчас. Олег, но снова его стягивает вниз Гойти Дазаев. Позиция гарда. Несколько раз запускает вновь Гойти.
Неплохо здесь блокирует руки соперника Олег, но этого недостаточно для того, чтобы бой вернулся обратно в стойку. Естественно, команда Олега Косинова настаивает на том, чтобы бой вернули обратно в стойку. Ну, я думаю, что это может случиться, но для этого еще нужно проделать определенную работу. Наносит несколько ударов сверху Гойти Дазаев. Но при этом уже не так вкладывается, как в первом отрезке это было, когда был близок к досрочной победе. Да, похоже, что и силы начинают оставлять постепенно Олега Косинова. Уже он не так активно предпринимает попытки сделать свип и как-то вылезти. Может быть, просто ищет подходящего момента, но ведь так можно и не дождаться, а можно дождаться совершенно иного. Да, все-таки отталкивается и поднимается на ноги и колено летит. Вот это шанс. Есть минута у Олега Косинова для того, чтобы спасти этот бой. И забирает он ногу. Зачем сам Олег идет бороться, вот мне не очень понятно, если честно. Наверное, так можно советовать, и он сам все прекрасно знает, равно как и его угол. Но, наверное, логично было бы разорвать дистанцию и дальше с нее продолжать работать, подходить. Да, и даже если бы у него удачный был момент в борьбе, что бы он сделал, сумел бы финишировать? Вряд ли. А сейчас ему нужен именно был финиш. 20 секунд до конца этого поединка. Контроль снова обозначает Гойти Дазаев, пытается атаковать плечом. Дамы и господа, по завершении главного события, единогласным решением судей победу одержал Гойти!